Яркое трехэтажное здание готово распахнуть двери для своих первых воспитанников. Детский сад «Жемчужина» рассчитан на 220 дошколят. Под стать своему названию этот объект по праву представляет особую ценность для сельчан. Его открытие ждали все вместе, и взрослые, и дети. Из-за ограниченного количества мест на очереди в поселении стояли около 300 детей. И вот сейчас у малышей появилась возможность получать дошкольное образование в достойных условиях. Условия в детском саду созданы такие, чтобы все ступеньки детства были запоминающимися. Здесь есть комнаты для сна, компьютерные, игровые, музыкальные, спортивные классы. Развивать детей будут в различных направлениях – социально-коммуникативном, художественно-эстетическом, познавательном, речевом, физическом развитии. Ну а сегодня их первый день. Никто не плачет и домой не просится. В «Жемчужине» царит праздничная атмосфера, все нарядные и в хорошем настроении. Нам понравились танцы, и нам понравился новый садик. Чем вы здесь будете заниматься? Заниматься сами не знаю. Пока не знаешь? А будешь жаловаться маме, что вот не хочу в садик, хочу дома остаться? Нет. Ты здесь кого-нибудь узнал сегодня? Сегодня, да. С кем ты познакомился? С Лизой Мухарбековной. К долгожданному событию готовились все вместе – дети, воспитатели, родители. Встретить своих первых гостей на высоком уровне настроены серьезно. К торжественному открытию дошколята не один десяток раз отрепетировали музыкальные номера. Мы сегодня будем танцевать, як до тега красивое платье. А что за танец ты будешь показывать? Учился затанить. А можно нам немножко показать, что это за танец? Пару движений. Могу. Покажи прямо сейчас. Мы сперва делаем вот так, мы потом мы сперва потом качаем зонтики и делаем вот так. Тамила, скажи мне, почему ты такая нарядная сегодня? У нас праздник. Да? А что ты будешь на празднике делать? Танцевать и петь песенку. А может, стихотворение расскажешь? Взрослым скажем всем спасибо за подарок, детвор. В новом доме так красиво и внутри, и во дворе. Поздравить детей и сельчан со знаменательным событием приехал глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Я вот концерт хочу посмотреть. Имейте в виду. Так, готовы? Да! Ну, давайте. Среди почетных гостей также сенаторы Совета Федерации Билан Хамчиев, Мухарбек Барахоев и министр образования. Дети же готовы показать свой первый номер праздничного мероприятия. Это их первое выступление в актовом зале нового садика. Поздравляя с открытием нового соцобъекта, Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что дети – наше будущее, и они принесут пользу обществу. А детский сад, в свою очередь, играет значимую роль в формировании их личности. Также дошкольное учреждение становится серьезной помощью для родителей в процессе воспитания детей. Поздравляю вас, дети, красивых, умных, абсолютно с красивым, светлым будущим. Мне хочется и обратиться к воспитателям, директору. Вот сегодня они во власти, так сказать, или под вашим попечением эти дети. Я воспитателям хочу сказать, вы сами были детьми, вы знаете, как к вам хорошо относились или плохо. Все запоминается. Плохое мы, как разумные люди, подсознание загоняем, а доброе всегда помним. Я хотел бы, чтобы они вас помнили всегда. Всегда, как добрых, которые маму не заменишь, но все-таки создать им уют, добрый, домашний уют. Строили этот сад достаточно долго. К работам приступили в 2016 году в рамках программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России на 2009-2018 годы. Правда, работы подрядчик приостановил. Даже возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Власти региона в этом году нашли инвестора, который за свой счет согласился закончить оставшиеся работы. Строительная компания «Техстрой» на благотворительной основе в течение 5
5 месяцев завершила строительство и сдала объект под ключ. Глава Ингушетии, в свою очередь, выразила благодарность в адрес подрядчика Мухажера Картоева. В этой жизни есть ответственность бизнеса перед детьми, перед жителями нашей республики. Это вот первое, что я хотел, потому что в первую очередь этот детский сад долго строился. Он строился почти 5 лет. И в этой части, хочется сказать, вот радость этих детей, участие принимать для нас. Символ детского сада «Ракушка с жемчугом». Сразу после праздничной части мероприятия дети и воспитатели пригласили главу установить их главное сокровище в ракушку. Поздравляем всех собравшихся! Детский сад «Жемчужина» объявляется открытым. Далее Махмуд Али Калиматов проинспектировал здание детского сада. Первая точка – спортивный зал. Руководитель региона обратился к руководству учреждения с просьбой особое внимание уделять физическому воспитанию детей. 30% в армии идут, и у нас признают болезнь детей, потому что не занимаются. И особенно нет плавания и других вещей спортивных. Поэтому мальчики... А у входа в спортзал воспитатели установили портреты наших олимпийских чемпионов, чтобы они служили для воспитанников своего рода мотивацией и стимулом к победам в будущем. Всего в «Жемчужине» будут обучаться 12 групп, в их числе и ясельные, в каждой по 18 малышей. Воспитывать детей будут по инновационной программе от рождения до школы. Созданы условия и для особенных воспитанников. С дошколятами также будут работать психолог-логопед. Детей уже набрали? Набрали и набираем. У нас еще один садик в селе, в сельском поселении. Там была электронная очередь. В первую очередь мы оттуда детей перевели в наш садик. Это были первоочередники. Потом дополнительно мы оставшиеся места уже дополнительно набираем. И до сих пор набираем. Ни одному ребенку не было отказано. В радужных оттенках здание оформлено не только внутри, но и снаружи. Полностью благоустроена дворовая территория. Здесь детские качели, теневые беседки, лавочки, предусмотрено освещение. Местные жители этот объект называют настоящим подарком, ведь в поселении был всего лишь один детский сад, который с трудом набирал 110 детей, построен еще в 70-х годах. Ну а «Жемчужина» позволила обеспечить новыми местами не только дошколят, но и безработных. Я помимо этой работы работаю частным логопедом, но я всегда хотела, можно сказать, всегда мечтала работать именно с детьми. Помимо того, что у меня есть другие образования программиста, образование юриста, мне всегда хотелось работать в сфере педагогики. Я очень рада. «Жемчужина» стала 15-м детским садом в регионе, открытой с начала этого года. До конца 2021-го свои двери распахнуты еще 4 дошкольных образовательных учреждений. В целом по республике у нас на сегодняшний день получается сегодня 92-й садик. В том числе у нас 2 дошкольные организации – это частные. Остальные у нас государственные и ведение Минобороны. На сегодняшний день у нас охвачено 87%. И получается, до конца года мы еще должны открыть 4 дошкольных организации на 880 мест. На одной улице вместе с новым садиком расположены и другие социально важные объекты. Недавно открытая школа на 720 мест и ДК. В рамках этой поездки глава Ингушетии побывал в Доме культуры, где расположен 504-й избирательный участок. Махмуд Али Макшарипович пообщался с членами комиссии, проверил готовность УИКа к началу выборной кампании, убедился в соблюдении всех условий для безопасности избирателей и не только. Все-таки, чтобы какую-то родную мелодию. Диана Дударова, Магомед Шаухалов, Новости 24.